Всем привет! Вы на канале Движение за независимость Саха. Меня зовут Раиса Зубарева, и сегодня я бы хотела поговорить с вами о том, что в последнее время очень активно обсуждается в интернете, в телеграм-каналах, в инстаграм, на инстаграм-страничках якутских. Это так называемый куркутинг 2.0. Ну, по-моему, даже 3.0 куркутинг. Коротко о том, что произошло. Руководитель оперштаба «Вместе к победе» Георгий Куркутов был снят на видео в нетрезвом состоянии. Таксист опубликовал это видео, и он говорил о том, что чиновник находится в нетрезвом виде, не может назвать адрес дома и говорит о том, что у него нет денег, то есть не оплачивает поездку. 간다 바라보세요 또. 어? Давай, давай. 또 너무 간나? 아도 스크네티. Давай. 간다 блядь, 아도 스크네티 또. На вопрос, курил ли, ну, там, видимо, обкуренный ли, да, Куркутов тут отвечает положительно, да, говорит, да. Когда водитель спрашивает его, есть ли у тебя еще, Куркутов говорит, пока нет. Может быть, эта новость так бурно бы не обсуждалась, она бы вполне себе спокойно сошла на нет в потоке, в огромном потоке новостей, которые вот мы наблюдаем в последние годы. Информации очень много. И новость с Куркутовым, она могла бы тоже так же где-то затеряться. Но тут в дело вступили тоже не последние лица, да, очень такие известные в республике. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Сугустан Заболоцкий и директор НВК Бястинов. Они заступились за Куркутова, сказали, что вообще на самом деле так не делается, таксист мог бы и не публиковать эти видео. Наш Гоша, значит, помогает нашим мальчикам на СВО, очень много работает, он устал и имеет право устать, да, как сказал Заболоцкий. И сказал о том, что, ну, что это вот 300 рублей? Давайте я отправлю таксисту 300 рублей. Бястинов тоже сказал, давайте оставаться людьми по отношению друг к другу. Не ругайте Куркутова. Куркутов, в общем, очень много делает для СВО. Мы тут же вспоминаем, ну и все остальные тоже вспомнили, да, значит, приключения Куркутова. Это не первый раз, когда новости о нем появились, о нем в нетрезвом состоянии появились в информационном поле. Когда в 2013 году он первый раз попался в нетрезвом виде, тогдашний президент Егор Борисов его уволил с поста министра. Куркутов тогда занимал пост министра профобразования. Егор Борисов его уволил, но не так, чтобы совсем уволил, да, перевел его в другое теплое местечко. Он занялся государственной туристической компании, по-моему, Якутия она называлась. Вот. В следующий раз Куркутов опять попался в ДТП, попал в пьяном виде, опять был, и отказался от прохождения медосвидетельствования и вообще заявил, что это был не он за рулем, а его родной брат. И тогда Куркутова снова Егор Борисов уволил, и Куркутов отправился в ссылку в свой родной УРУС и занимался там ЖКХ. И вот в 2022 году он опять выплыл, появился в информационном поле, и оказалось, что он возглавил вот вместе к победе, да, организацию, которая занимается сбором гуманитарки на войну, сбором, ну, не только гуманитарки, там денежные средства собираются. Насколько я знаю, именно Куркутов стал инициатором сбора денег с работников разных предприятий, из бюджетников. По-моему, они там собирали однодневную зарплату со всех бюджетников. Ну, по крайней мере, письмо такое было опубликовано. Вот. Ну и в этот раз он опять попался в измененном состоянии. Все сейчас говорят о том, что Куркутов был пьяный. А я бы хотела обратить внимание, что, скорее всего, водитель был прав. Когда спросил его, ты курил, накурен?
И Куркутов ответил да. Смотрите на видео, он совсем не выглядит как пьяный человек. Он выглядит как человек с измененным сознанием. Если бы он был пьяный, водитель бы так и сказал бы: от человека пахнет алкоголем, он пьяный. А поскольку от него алкоголем не пахло, тем не менее он был нетрезвый, то есть логично водитель предположил, что Куркутов находится под какими-то запрещенными веществами. Насколько мы знаем, российские военные, они очень активно используют всякие наркотические вещества. Вполне возможно, что Куркутов также находился под воздействием каких-то наркотических веществ. Неплохо было бы вообще провести проверку, взять кровь на анализы у Куркутова и посмотреть, что он употребляет. Тоже неизвестно. Да? И такой человек занимается сбором денег на войну. Такой человек занимает такую ответственную, значит, должность, да, такой ответственный пост, помощь военным российским. Это прямая директива президента России Владимира Путина. Вот. Сам Куркутов находится в прямом подчинении у Айсена Николаева. Да, потому что Путин делегировал эти полномочия по отправке на войну военных, по разным таким околовоенным, значит, делам, таким как даже как благотворительность, даже сбор денег, даже сбор гуманитарной помощи, делегировал все это губернаторам. В том числе Айсен Николаев этим занимается. Куркутов находится в прямом подчинении у Айсена Николаева. Видео, на самом деле, конечно, мерзкое. Но вы знаете, я хочу сказать, что Куркутов не понесет никакой ответственности. Абсолютно. Почему? Ну, во-первых, как я уже сказала, это близкий человек, человек из близкого круга Айсена Николаева. Он очень много знает, он сам в этом участвует, и он покрывает, ну, видимо, Николаев с этого тоже кормится, огромное количество денег проходит через вот это вот предприятие, да, Якутия вперед или Якутия вместе, что такое, как это называется. Огромное количество денег проходит через них. Я не думаю, что Николаев откажется там от какой-то части, от какой-то доли. Да? Ну, то есть я думаю, что Николаев принимает в этом активное участие в распиле народных денег. Так что прежде чем соглашаться и отправлять свои деньги на войну, на помощь военным, предлагаю 100 раз подумать. Кто вашими деньгами будет управлять? Посмотрите, какие люди. И куда вообще ваши деньги уходят. Потому что никаких отчетов эти люди не предоставляют. Ну, даже если какие-то отчеты у них и бывают, кто проверит правильность этих отчетов. Да? То есть, на самом деле, да, непонятно, куда эти деньги уходят. А с другой нет, совершенно понятно, на что эти деньги уходят, да. Посмотрите на Куркутова, и вы сразу все поймете. Самое печальное то, что Куркутову, скорее всего, ничего не будет за это. Я предполагаю, что абсолютно. Мне кажется, его даже не уволят. Посмотрите, что вообще, сколько людей вели себя подобным образом. И подобным образом, или еще хуже, там вообще коррупция была открытая, да, с расследованием, с судами. И тем не менее люди избегали наказания. Я хочу напомнить случай с Евгением Гребчатовым, который сбил насмерть, причем несколько человек. На тот момент он был главным редактором газеты «Якутия». И вот такой случай у него произошел. По вине Гребчатова погибли люди. Что сделала наша власть? Гребчатова уволили и отправили возглавлять Нерингринскую какую-то там газету. Вы представляете, да? Ну, то есть ничего власть не предпринимает для того, чтобы наказать виновных. Почему? Потому что эти люди приближены к власти. Рука руку моет, да, как говорится, и ворон ворону глаз не выклюет. Много-много можно таких случаев вспомнить с той же самой коррупцией. Да. Посмотрите, что происходило у нас в Министерстве здравоохранения. Скандал с хищением республиканских средств
на покупке вот этих аппаратов кислородных. Роман Савин, зам министра здравоохранения, избежал наказания, полностью оправдан. Давайте сколько многочисленных правонарушений происходит. Никто никогда не бывает наказан. Никого не увольняют даже. Многочисленные драки в ресторанах с участием высокопоставленных чиновников. Вспомним того же самого Виктора Лебедева, который избивал своего подчиненного и которому ничего за это не было. Очень-очень много таких случаев. Ну и плюс, опять же говорю, коррупция. Та же самая Лена Афанасьева, министр здравоохранения, во время строительства онкоцентра, там тоже была выявлена коррупционная составляющая с Кингом, да, неправильная там была приемка. Никто не понес наказание. Та же самая Алексеева, главный архитектор, Якутска она была, главным архитектором, тоже выявлены многочисленные нарушения. Никто не понес никакого наказания. Почему это происходит? Да? Вообще все это началось примерно в середине 10-х годов. До того времени еще власть реагировала на подобные публикации. Власть проводила расследование, виновные были уволены, минимум, да, минимум они были уволены. То, что было с Куркутовым, например, да, когда его уволили с поста министра профобразования. На моей памяти, когда я работала в газете «Якутск вечерний», был подобный пример, когда высокопоставленного судью уволили с должности. Я хочу рассказать об этом. Председатель Хангаласского районного суда был пойман тоже в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Сотрудники ГАИ попросили его пройти медосвидетельствование, на что он отказался. И более того, он вышел из машины, извините меня, и помочился на дорогу. Обо всем об этом я написала, и было колоссальное давление тогда на нас, на газету. Звонили из Верховного суда, беспрестанно просили снять публикацию. Приезжал сам председатель, сам виновник, что называется, этого торжества, да, тоже предлагал деньги, заставлял, значит, просил, требовал снять публикацию, угрожал тем, что мы все тут будем уволены, газета будет закрыта и тому подобное. Ну, конечно же, публикация все равно вышла, и он был освобожден от занимаемой должности. Где-то с середины 10-х годов реакция власти на подобные публикации, она, конечно же, ухудшилась. Это значит, что они перестали проводить расследования, они по поводу подобных действий, да, и по поводу и коррупции, и по поводу и, значит, несоответствующего поведения чиновников, да, и более того, они стали, во-первых, удалять публикации. То, что мы прекрасно сейчас видели на примере Куркутова, когда «Эхо столицы» удалило видео с этим Куркутовым, который таксист опубликовал. Они стали не только, и стали засекречивать разные данные. Тот же самый Росреестр засекречен. И теперь мы не можем узнать, какой недвижимостью, например, владеют чиновники, какую зарплату они получают. О зарплатах чиновников высшего руководства мы узнаем из каких-то косвенных информационных поводов, да, например, при рассмотрении того же бюджета. Вот в этот раз мы узнали, сколько будет получать Айсын Николаев в 2026 году, какую зарплату у него будет. Или та же зарплата у Еремеева, спикера парламента. Мы тоже узнали только тогда, когда рассматривался бюджет Республики Саха. Вот, все остальное засекречено, все остальное скрыто от глаз журналистов и скрыто от глаз общественности. Ну и еще одно из самых, да, главных событий, что произошло за эти 10 лет. В России теперь уже нет независимых изданий. Независимых журналистов или выдавили, или посадили, или они заставили их замолчать, да, путем угроз и нагнетания страха. Это в полную мощь заработал режим Путина, который полностью построен на коррупции, на одном
в простом словосочетании «рука рук мой». Всем этим приближенным к власти отдана индульгенция на воровство, на коррупционные разные схемы и на подобное поведение. В ответ они, вот эти все лучшие люди города, делают то, что им велят сверху, беспрекословно выполняют все приказы, отданные им сверху. К сожалению, это будет продолжаться, пока Путин у власти. Но такие публикации все равно нужны. Все равно нужно снимать все, что происходит. Люди должны снимать и выкладывать в сети, выкладывать в телеграм-каналы. Для чего? Для фиксации действительности. И потом вот эти публикации все станут основаниями для уголовных дел и для люстрации.